В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 14 ноября стартует международная акция Русского географического общества «Географический диктант». Напомним, акция, ставшая с 2017 года международной, охватывает сегодня свыше 110 стран. Диктант даже писали в космосе на Международной космической станции. Кто сможет принять участие в просветительской акции и для чего ее проводят? Об этом нам расскажет гость студии Михаил Чоросов, член регионального совета отделения Русского географического общества, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны. Михаил Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, с какой целью проводят географический диктант вот уже в 7-й раз? Инициатива была от президента нашей страны. Вообще география – это очень фундаментальный такой предмет, он расширяет кругозор, и мы очень часто смеемся над американскими президентами, которые путают страны, континенты. По сути, это вот как раз незнание географии подводит их в этом плане. Поэтому география – это одна из фундаментальнейших дисциплин, которая вообще считается наряду с математикой, физикой, биологией, химией вот такой одной из ключевых базовых вообще знаний человечества. Поэтому недаром человечество испокон веков думало, как выглядит Земля, ее форма. Там, вот помните, были теории, там на слонах стоят киты, там рыба огромная. Вот люди так фантазировали, а потом появились точные знания географии. Поэтому, когда было предложено, параллельно проводить диктант как образовательную акцию, это не экзамен, не ЕГЭ, ничего. Акция, она была как бы очень интересно воспринята. Самое главное, были вопросы только по России. То есть установка такая, никакой Африки, никакой там Америки, только наши вопросы, и они не на чисто знание, вот, где какая речка протекает, с какое там расстояние, там, многие так воспринимают географию, а вот на логику. Где-то в литературе описывается ландшафт, в том числе в произведениях писателей, то есть и вот надо примерно предположить какой-то ландшафт, какой территории. То есть там уже знание на логику. И есть 10 вопросов на такие более-менее точные, но они не очень сложные вопросы относительно, и 30 вопросов, где нужно уже как бы подумать. Поэтому, интерес вызвала, и самое главное, это акция такой, которая объединяет всю страну. Вот было когда сказано, там приходит Путин, Шойгу, Фетисов, вот эти самые такие активные люди, академики, и все одновременно садятся. Вот географический факультет МГУ является центром проведения площадки, и вся страна в 12 часов одновременно пишет по местному времени, и одни и те же вопросы на большой регион. Всего 3-4 варианта по стране, и вот они, можно даже узнавать тихонько, у тебя сколько баллов, сравнивать. То есть здесь не просто тест, здесь вопросы, над которыми придется немножко подумать, немножко порассуждать, да? Да, некоторые в тестовой форме, есть, например, расположить реки там с востока на запад, и там набор, то есть надо буквы ставить, там порядок думать. То есть не совсем вот такая 1 из 4, 1 из 3. Надо поучаствовать, чтобы почувствовать эту штуку. Причем, не обязательно там брать 100 баллов и что-то, чтобы это далее. Это дело как бы для интереса. В акции за все 6 лет приняли участие свыше 1 миллиона 800 тысяч человек. Сколько среди участников было якутян? Вообще мы с самого первого года, первые 3 года мы были лидеры по стране. Все были в шоке, удивлялись, почему это происходит. Но это было связано с тем, что была очная форма, и все люди приходили, бабушки, дети, всех максимально мы охватывали. И была возможность, чтобы любой гражданин нашей республики, житель республики мог прийти и написать. Потом все-таки нас начали догонять. И вот сейчас мы уже не лидеры, Башкортостан нас обогнал, и очень мир этим долго гордился. Через 4 года они нас обгоняли, еле догнали, перегнали, и такие гордые, что они нас выгнали. Дело даже не в том, что догнали, перегнали, а то, что мы давали возможность каждому жителю республики поучаствовать. То есть есть люди, которые любят географию, знают ее, и хотят узнать, как это все, какие вопросы. Есть сложные годы, есть какие-то очень простые годы были, кто-то больше баллов брал, меньше. Я 100% лично сам никогда не набирал, где-нибудь ошибался, ничего страшного. Активнее всего участвуют горожане, либо жители районов. Кто активнее всего? У нас вот с первого года довольно активно город Якутск включился, и даже в отдельные годы было до
70% это было только горожане. Но надо сказать, что и из ЛУСов, из районных центров довольно неплохо там участвовали. Акция добровольная, но мы как бы немножко подталкиваем, чтобы их была система организована. У нас мы ежегодно больше 10 тысяч примерно вот так у нас участвовало. Это было неплохие показатели. Сейчас, конечно, нас немножко чуть-чуть обогнали, но ничего страшного. Я думаю, в этом году особая форма такая появилась. Она как бы связана с тем, что тоже учитывают организаторы. И вот такой дистанционный есть формат, который у нас на площадках надо регистрироваться. Есть очный формат, но где возможно так можно. И можно даже какой, мы вот предложили такой гибридный вариант, там, по электронной почте получаете бланк, отвечаете, потом отправляете обратно, там его загружает. То есть на все случаи жизни можно сейчас уже участвовать. Даже не выходя из дома, мы знаем, что Роспотребнадзор в этом плане массовые акции такие 10-тысячные нигде не проводят. Поэтому мы, конечно, ничего не нарушаем, но даем возможность эти варианты на местах проявить. В городе Якутске мы практикуем максимально, чтобы был такой вот дистанционный характер или вот такой гибридный, в зависимости от ситуации. Кто-то, может, и на рабочем месте напишет, кто-то... Расскажите подробнее о самой акции, да, об особенностях этого года, в какое время она начнется и какие условия для написания вообще? Ну, уже ежегодно это одно и то же время, значит, 12 часов, пишется 1 час, там есть определенный сценарий. Это как бы для тех, кто участвует вот в очном формате. И в дистанционном формате, который с регистрацией, прямо все сидят в зуме и один верен на вопрос, и одновременно все отмечают. Там есть специальный бланк выходит. А вот есть возможность получить по почте, немножко подумать, потом ответить и отправить. Этот формат тоже есть. Расскажите подробнее, как якутянам принять участие в акции в этом году? Ну, есть на сайте РГО, сайт такой диктант.рго.ру, и там нужно зайти и взять ближайшие. Ну, вообще, теоретически, там, если есть дистанционный формат, можно даже не в своем населенном пункте писать. То есть прикрепиться. Есть форма регистрации, заходите, и там обычно Google ссылка. Вот, конечно, это ограничивает отдаленные наши села, конечно, не очень хорошо, что это все интернет, мы сами знаем о наших проблемах. И они регистрируются, потом получают контакт с оргкомитетом, получают или бланк, или ссылку на возможность отвечать. Или прямо выход в 12 часов на дистанционный формат, который тоже отработал. То есть в этом году очень гибко подошли, и есть возможность практически у всех поучаствовать. Вся республика там. 900 тысяч все написали. Но я шучу, конечно. Михаил Михайлович, вы рассказали о том, что якутяне активно участвуют в диктанте уже не первый год. Какой вообще уровень знаний якутян? Как вы можете оценить? Ой, уровень знаний. Ну, мы в первые годы активно участвовали, и понятно, что мы охватывали массовку, там было много, и там были категории, которые, плохо пишут географии. Маленькие, не знают. Вопросы, в принципе, в объеме, средней школы. То бишь, такая общая закономерность. Чем старше люди, тем лучше знают географию. Во-первых, приходят люди в возрасте, те, кто реально хочет, те, кто реально знает, поэтому средний балл у них всегда выше. Но даже дело не в этом, а дело в том, что молодежь все-таки узнавала, что вот есть такая форма, есть такая специальность. Многие через это мы видим некий интерес к географии вообще увеличивается. Поэтому средний балл у нас, когда массовка, конечно, ниже российского. Это мы признаем, но мы спокойно к этому относимся. Чуть хуже. Зато дети пришли, поучаствовали. Там очень организованные викторины были. Конечно, в период пандемии это довольно сложно. Прямо в линейке, прямо торжественное открытие акции было. То есть это был праздник. То есть для многих вот это тоже запомнится, я думаю, на всю жизнь. И школы, особенно сейчас библиотеки, дома культуры подключились, даже военкоматы. У нас есть одна площадка на Новосибирских островах. Знаете почему? У нас же президент РГО главнокомандующий, а президент еще один из руководителей, это Шойгу, министр обороны. Значит, там воинская часть, она пишет
прямо в интернет выйдут и запишутся. Ну и они, наша площадка. Кстати говоря, об участниках, какой процент, если говорить о мужчинах, о женщинах, о детях, кто чаще участвует? Кто, кому интереснее? Да, мы смотрим последние тенденции, количество взрослых увеличивается. То есть много школьников, конечно, но доля взрослых больше. То есть школы затягивают родителей, дяди, тети, бабушек, дедушек. Они все туда приходят. В основном базовое, конечно, образование. Огромное спасибо нашего Министерства образования и науки. Каждый год поддерживают. В этом году Министерство культуры, Министерство экологии подключились. Я думаю, что главное дать возможность и шанс людям соприкоснуться. То есть, когда все знают, что Шойгу, Путин, Фетисов вместе пишут, и они тоже пишут. Где-нибудь там Андрюшкина, где это все это поставлено, может научить. Можно пользоваться электронной почтой, не все в интернет, потому что мы знаем, насколько сложно у нас порой иметь тарифы. Хотя Министерство инноваций, вот у них обеспеченность и интернетом больше 80%. Это у нас неплохая. Но вы, наверное, знаете, что дистанционное образование у нас волей-неволей довольно высокий процент и охват, и мы вынуждены жить в этой реалии. Михаил Михайлович, еще раз расскажите подробнее, как принять участие в этой акции, в географическом диктанте, и какие условия для участия. Условия очень простые, зависят от того, в каком формате. Для этого нужно найти площадку на сайте дистанционного диктанте РГО, выбрать эту площадку, там есть схема заявки, вы регистрируетесь, дальше уже в зависимости от формы, дистанционной, или вы получаете бланк, или заходите в нужный момент, вы уже участвуете. Участие бесплатное, никаких средств никто не просит. Для организаторов, конечно, есть определенная нагрузка. Но дистанционный характер даже привел к экономии средств. Так что смело на сайт РГО находите площадку, желательно там, где вы знаете, ближе населенный пункт. Но некоторые форматы, даже хоть вы в Якутске живете, можете писать за Татту или за Мегино-Канкалакский. И Мегино-Канкалакский в якутской площадке. Главное, чтобы республика участвовала. Все понятно. Михаил Михайлович, спасибо за информацию. Желаем вам успехов в проведении диктанта и всего самого наилучшего в дальнейшей работе. Всем нам успеха, чтобы мы все поучаствовали. Призываю всех принять участие в нашем диктанте, общероссийском и даже международной акции. Очень много стран сейчас подключилось. Спасибо. Спасибо. О географическом диктанте мы говорили с Михаилом Чоросовым, членом регионального совета отделения Русского географического общества, главным научным сотрудником Института биологических проблем криолитозоны. Оставайтесь с нами.